Очередной раз приехал в избушку. Затопил печку. В принципе, сегодня на улице тепло. Минус 13. Избушка бардак. Матрас мой висит от мышей. Закипел уже чай. Сварил суп. Суп получился наваристый. Очень вкусный. Консервы, картошка. Перловку немножко добавил. И закинул еще кубик кнор для вкуса. Получился очень хороший суп. Сейчас немножко покушаю и пойду на речку, попробую поймать хариуса или что попадется, без разницы. Вся рыба хороша. Вот, обживаемся. Это мой ящик рыболовный, тоже самодельный. Сделал из 20-литровой канистры из-под масла. Присадка масла Автол или что там, диз масла или что там было, не помню уже. Интересно так сделал. Здесь у меня опарыш. Такая штучка получилась. Доску прикрепил саморезами. Здесь в середине дырка. Ну, вот крепость так получается крепкая. И крышка. Кусок фанеры. Вот тебе и ящик. Ремень. И все. Сидишь, ловишь на нем. Конечно, удобнее вот когда-то продавали в Хозмаге. Давно уже было. Этот ящик железный. Мой друг брал тоже. Он легкий. Не знаю из какого материала. Может алюминий. Или тонкая какая-то, из тонкого жести. Но он удобный тоже со спиной. Взял и пошел. Даже летом можно на летнюю рыбалку с ним ходить. За ягодами. Вон. Тут, наверное, тоже полынья. Вот. Пробуешь, идешь под ногами. Такая техника безопасности. Полынья и там полынья. Кругом. Ну, здесь уже все пиздец. Еще один шаг. И будет тебе крещение, бля. В ледяной воде. Видел, что творится. У кого этого понятия нету, пойдет. Думают, что это лед. Это ночное, только немножко примерзло. Да, можешь и в капкан попасть. Тем более, когда один ходишь. Если вдвоем, все так и вытащат. Или что? О, видел? До полыньи там еще сантиметров 80. Ух ты, блядь. Все, пиздец.
Там все. Льда вообще нету. Ночной лед еще. Видел? Что творится. Ага. Что надо соблюдать технику безопасности, быть очень внимательным на льду. В принципе, здесь глубина мелкая, от силы метр. Все равно неприятно. Неприятно. Начнешь рыбачить, из первых минут попасть в такой капкан. Ну, все целина. А какой толк? Все равно рыба не ловится. Сколько в прошлом году тоже несколько штук поймал. Что-то рыбы нету. Исчезло, все выловили. Вот подумаешь, посмотришь там видео ради удовольствия ходить. Я этого что-то как-то не чувствую, если уж проехал на рыбалку, чтобы результат хоть какой-нибудь добыл. Придешь домой пустым, которая частенько встречается. Бля, вообще гибель. Поймал на жаркое, и то приятно. Здесь возле речки одни березы, высокие, ну как высокие, метров 30, наверное, от силы 25. Сейчас наст хороший, не проваливаешься. Отлично. Едешь на буране. Метров 10, наверное, буран проваливается. Все. Вот такая у нас природа. Где-то тундра, где-то тайга. У нас тоже бесконечные тайги были. Тайга была без... О, поклевка. Вон. Где рассмотрим, что творится. Первая поклевка. Ах ты. Да ты смотри. Даже рыбу поймал. Вон хариус. Поймался. У меня 2 крючка. Получается, что там. Ух. Ну-ка, тихо. Танцор. Так. Мормышка. И сверху был обычный крючок. Но он как-то плохо привязан. И по леску он спустился. Не крупная она. Все равно рыба. Крупных у нас и нету. У нас такая речка, что это в Якутии ловят, конечно, там трофейные хариузы. Нормально. Штук 15, и я доволен. Так, будем еще пробовать, может, что получится еще. Ух ты. Мускулистый такой. Качок, наверное. Чуть-чуть он в губах. Как-то крючок застрял. Вот так азарт и появляется. Как-то неожиданно. Я и не думал, что
сегодня какая-то поклёвка будет. Вот так ждешь и не тронет вень. Надо было опарыш поменять. Он все равно как-то, наверное, запах рыбы остается и плохо берет. Течение немножко шевелит. Хариус такая хищная рыба. Бывало, рыбаки рассказывали, что когда наживка кончается, можно глазу хариуса насаживать. Крючок тоже берет. Ладно, сейчас дальше следующую лунку сделаем. Хариус парные рыбы. Редко когда он один ходит, или стаей, или же обычно по две рыбины. Пара всяко должна быть. Утро третьего дня. Вот по готовой лыжне опять иду на рыбалку. Вчера на рыбалку не ходил. Вчера целый день на лыжах с ружьем ходил. Видел одну белку, несколько следов куниц, один след выдры и след этого, как его, след росомахи. Откуда он здесь? Раньше никогда еще следов в нашей стороне не видел. Ну, если от деревни километров 40, конечно, отъехать. Там должны быть. Там следы рыща даже иногда бывало видел. Зайчишки, следы несколько штук есть. Но мало их. Волки вот в деревню пришли. Уже собак 7, наверное, слопали. Ух ты. Это готовая лыжня. Наст сейчас тоже очень хорошо держит. Сейчас февраль, конец февраля. Сегодня 19. Сегодня уж 19. Еще 10 дней до закрытия охоты. Было несколько дней теплая погода, и снег немножко посел, и на лыжах ходить легко. Вчера по GPS посмотрел, по треку там прошел 22 километра один. А когда нас не держит, только не пройдешь. Все равно после 20 километров как-то начинаешь уставать. Другое дело, если, скажем, за 30 километров следующая избушка, и знаешь, что там и дрова есть, и все готовое. Можно идти, так, с одной избушки вот идешь за 10 километров, ну давай еще обратно
возвращаться. Ну, в принципе, это одинаково. То же самое, она, смотря на свои, надо рассчитать на свои силы. Ух ты, с этим ледобуром, блин, застрял. И застрял. Была первая поклевка. И покажу, что я поймал. Бывает до такой степени мелкая. Это получается, если прошлогодняя, мой палец, это в год только растет или как? Я 10 сантиметров. Аккуратно сниму, да, отпущу первую золотую рыбку. Харюс. Пусть плывет. Он застрял. Иди домой. Плыви. Ушел. Вот какие у нас места. Погода безоблачная, ветерок. Минус 14 сегодня. Сделал уже 4 дырки и лунки. Вот первая поклевка, и то мелочь. Вчера первый раз, когда увидел следы росомахи, в первую очередь подумал, что это медведь. Был сразу какой-то испуг, страх. Шатун или кто еще. Оказывается, тоже у росомахи следы крупные, как медведя, у медведя. Оказалось не так, это обычная росомаха. Сейчас попробуем еще дальше ловить. Была очередная поклевка. По-новому спущу леску. Надо там. Нет. Это обычно, когда камеру выключаешь, начнет клевывать. Но все равно какая-то рыба вялая. Поклевка есть. Видимо, тоже мелочь. Играет, но не берет. Что-то не хочет. Даже неинтересно. Жора нету. Третья рыба клевала. Вон поклевка. Поклевка есть, но что-то вот она. Это чуть меньше, но все равно рыба. Одному даже в глаз попалась. Зацепила глаз. Как так первый раз. Кто еще есть? Привет. Надо на опарыш поменять.
уже более-менее, о, видел, уже, считай, для наших рек нормальная рыба. Удачная лунка. Бывает за целый день только такая одна лунка попадается. Она крупная, самый последний. Здесь, наверное, еще. Кто-то есть еще. Кто-то есть. Может, на некоторое время клев перестанет, но играет, но не берет. Как окуня. Ловлю как окуня. Играет, но окунь мерзнут. Может еще крупнее. Он чем крупнее, тем хитрее. Он мелочь дергает агрессивно, жестко. Летом на поплавок, когда рыбу ловишь, поплавок еле-еле на воде только шевелится, но как бы, ну, подумаешь, что мелкая рыба. Наоборот. Блин. Сорвалась. Порвалась. Вот. Не очень крупная, но поставил донку. Удочкой не могу поймать. И тоже вот донка клюет он. Видел? Но не берет. Хитрая, блин. Дергает, дергает. И все время так. Видел? Что он там делает? Чувствуешь? Дергает. Ставишь и сразу. Мелочно он. Здесь еще две из этой лунки поймал. Но удачная ямка тут. Тут ничего. Тут уже мелко. Тут уже мелко. Какая глубина. Вон где-то там дергает, но не берет.
видимо, все. Последнее уже. Дальше придется идти. Снег пошел. Снег идет. Облачно. Резко давление тоже меняется, наверное. Может, из-за этого вот немножко хоть клёв был. Но там донку дергает и дергает. Он. Какая-то бесполезная рыба. Что он там дергает? Здесь еще тоже тишина. О, есть он. Ох, бля, сорвался, ё-моё. Блин. Мелочь. Мелкая. Так. Ладно, пока тоже ставлю. О, опять подошел. Мелкая. Чуть слабинку дал и сорвался. Нет, не хочет. Оставляем пока. Поймал из этой лункой вторую рыбу. И прыгает. Он зацепился. Вон. Под бородок или как там. Внизу. Ой, запутает все у меня. И вон вторая рыба еще. Захарился. Вот так. Перед этим тоже было случай. Сегодня в глаз попал. На глаза. Уже больше часа рыбачу. Клёва вообще нету. Погода меняется только так. То яснеет, ясно становится. Сопя, то опять туча придет. Здесь такой поворот. Место глубокое здесь. Метров 4, наверное. Там и не рыбачил. В основном хариус держится на мелкой воде. Вот. Здесь будем дальше лунки делать. А здесь какая-то... Как будто кто-то здесь выходил. Вроде и деревьев здесь нету. Чтоб снег вывалился с деревьев. Наверное, выдра выходила. Там открыто, видимо. Непонятно, что за дырка там. Если видишь следы выдры, это, конечно, радует. С одной стороны, она всегда находится в тех местах, где рыба есть. И можно ориентироваться по следам выдры. Если есть выдра, значит есть рыба. Конечно, он гоняет тоже рыбу. Бывает, что ловишь в тех местах. И тоже клёва нету. Бывает, что вот вся рыба соберется в стаю где-нибудь, прячется от выдры, и ты попадаешь в это место. И, конечно, можно наловить. Самолет.
летит. Здесь частенько они летают. У них, наверное, тут маршрут такой. Здесь прилетают. Сейчас уже дело идет к обеду. 12:30, наверное, где-то время. Вот попадалось только 2 лунки, куда более-менее поймали что-то. Нет никого. Будем искать еще пару поворотов пройдем, потом будем смотреть. Иногда бывает, что резко надоедает, собираешься и домой. Вот результат моего конкурента. Выдра выходила, лед весь в крови. Там, оказывается, тоже, наверное, возле деревьев она выходила. Вон. Хороший рыбак тоже он. Ловится ему все. Не знаю, камера могу нет нормально заснять. Там открыто все, течет река. И выдра с рыбой выходила, видимо, там на льду и скушала эту рыбу. Хищник такой. Прошел от следов выдры буквально 200 метров и наткнулся на хариусов. Как и говорил, что выдра или всех разгонит, или соберет их в кучу. И если попасть на это место, можно нормально половить. Здесь я немножко покушал, сил набрался. И рыбы вон. Тут 5, но вон какие. Мягкие, крупные. Там еще чуть меньше, поменьше. Тоже штук 5. Все, на сегодня хватит. Как и обещал, поймать штук 15. Это моя норма. Не надо быть таким жадным, чтобы ловить все, что попадается. Поймал свою норму, оставляй другим. Или приедешь в следующий раз, еще наловишь. На этом моя рыбалка закончился на сегодня. Пробыл в лесу 3 дня, 2 ночи. Мне очень понравилось. Как всегда, природа есть природа. Хотелось бы побольше быть на природе, но как-то все не так получается, как хочется. На этом я заканчиваю. Все было отлично. Всем пока.